Ребята, всем привет! Ну что, первый выезд, так скажем, после командировки. Вода очень сильно упала, сами все видели. Раньше с мостика грузился, сейчас лодка стоит метров 10, просто мель, и еще надо вытаскивать. Воды просто нету. Сегодня суббота, ребят, выходной у нас на юге Республики Коми. Хорошая погода, 30+. Народ весь купается, отдыхает, загорает. В общем, какое-то лето все-таки пришло. Ну а мы на рыбалочку посидим на фидорок, побалдеем. Поеду, спущусь до гальки. Не знаю, ребят, вода упала, лишь бы не нарваться на какой-нибудь баланчик, потому что все обмелело. Потихонечку доползем, я думаю. Вечерком потянется Женек, короче, посидим, ребят. Хочу просто посидеть на фидорок, покайфовать. Как-то так жарко, жара стоит. Не знаю, рыбейка может поклевывать. Правда, не знаю, ребят, что-то ловится, не ловится. 3 дня назад, как я приехал, быстро дела уладили, и как бы сегодня что-то желание такого прокатиться, порыбалить. Давайте со мной, погнали.
Фух. Ну что, друзья, допылил по тихой грусти. Ну так, чуть больше полгаза. На глиссер выпал и, короче, так, сбавился. Шел, потому что, ну, воды вообще нету, ребята. Дорогу-то я примерно знаю. Здесь, чтобы вы понимали, плюс-минус, ну, каждый год ходишь по одной тропе. Как вот весной начинаешь ее топтать, так как бы она и есть. Потому что шаг влево, шаг вправо, ну, может быть расстрел. Влетел в мель, в перекат. И раза два, наверное, зацепил. Ну так, не сильно, но зацепил. Какое-то бревно, наверное. Да, ребятки. Ну что, я на галечке, на своей любимой. Последний раз я здесь был, давно уже, ребята. Рыбачил на закидушке. Ходил вот здесь, чтобы вы понимали, вот тропа моя была. Вот, и уже здесь вода была. Вот как открылась полка. Вообще страшное дело. Вообще вода упала, это я не знаю насколько. Ну что тут, как обычно, такой небольшой бардак. В целом, как будто бы даже и более-менее не особо-то и все раскидано. Но опять же, вот я вот не понимаю. Вот смотрите, мешок, ребята. Ой, кто-то звонит. Кто-то звонит. Мешок, мусор собран, но в мешке. Как бы наполовину, ребят. Ну, чуть-чуть наполовину. Ну, уже чуть-чуть правильно, но опять же, сюда только машины, только лодкой. Пешком сюда не ходят. Собрали, но уже лень поднять. Такие дела. Ладно. Я пораньше специально, ребят, приехал, потому что, ну, сегодня суббота, народу будет много. Плюс праздник. И вот, кстати, машина. Дальше не вас пошел. Ну, думаю, место будет занято. Я сюда и планировал приехать. Еду, каждый пляж занят. А дело в том, что люди купаются. И как бы, ну, понятно, что нужен пляж. Мы сюда, когда приезжаем с дочкой, мы переплываем, там купаемся. Здесь потому что камни, неудобно. Думаю, поеду пораньше. Займу место. Тем более Женек приедет. Надо расставиться здесь, чтобы нас никто не трогал. Выходные — это такая тема. Я стараюсь в выходные не ездить, но сегодня что-то решил. Ну, разгружаемся, что, ребят. Столик какой-то, смотрю, сделали. Так, плюс-минус. Ну, мусор собран, ну, в мешке. Чуть-чуть. Ну, ребят, давайте еще чуть-чуть поднажмем, и будет порядок.
Ух, жаришка, ребята. На севере жаришка. Надо. Детишки хоть покупаются. У нас деревни не особо богатые, ребята. И как бы немногие семьи позволяют себе выехать на юга и позагорать там, отдохнуть. Вот. Детки хоть покупаются, хоть немножко, но покупаются. Это тоже праздник. Я всегда любил лето, когда именно купание, вот это. Ну, пацанам что еще молодым надо. Река, а вечером удочка. Вот так и выжили. Так и жили. Лодочки катаются. Ну и радует, ребят, что вот смотрю, там шатер, там палатка. Даже удочек не стоит, просто видно, что костер. Просто приехали, отдыхают, купаются на пляжах, на северных наших пляжах. Вода хоть, ребят, холодная на самом деле. Вот был сейчас в Астрахани даже, да, вот эта жара сейчас, она такая, знаете. Ну, организм уже у меня привык, честно. И как бы, ну, нормально. Ну, хоть спотел, понятное дело, что пьешь воду, там, не воду. Ну, тот южный регион, ребята, и северный регион, и жара, она разная, ребята. Влажность, сухая жара, также и по морозам. 15 мороза и влажность. Это жопа просто, ребята. Я в Москве, Подмосковье служил. Я в пятнашку замерзал в бушлате. Думаю, как так, Андрюха? Ты же всю жизнь в лесу на рыбалке. А к себе приезжаю в 25, там, знаете, жарится без рукавичек. Потому что у нас, ребята, сухой мороз. Вот. Это очень, ребята, важно. Соответственно, здесь как-то так. Также и по жаре. Вот в Астрахани были, вроде и жара, но она сухая жара получается. И, соответственно, вот люди, которые там живут, вот эти 40, они переносят спокойно. А здесь вот мне уже тяжко людям. По 30 здесь уже тяжко. Ладно, разгрузился. Я что говорю, ребят, здорово, что люди отдыхают, выезжают и покупают лодки, не только что рыбачат, а проводят с детьми время, вообще отпуска вот так. Это круто. Это круто, ребята. Нежели сидеть сейчас дома на диване под вентилятором. Я думаю, проще на реке покупаться, позагорать. Круто. Так, ладно. Время рано, ребят. Понятно, никакая не рыбалка, но в целом, в принципе, можно и кормить уже. Какую-то мелочевку ловить. Я взял 2 наутилуса, повесил туда тройнички с поводками и на щучку поставлю. Вот. Потому что, в частности, когда рыбачишь на фидер, скапливается очень много мелкой рыбы на прикормку и подходит хищник. И рядом, когда дежурные стоят, частенько бывает, что работает. Вот. Так что я обязательно сегодня поставлю. А так, сказал бедняк, потихоньку будем ставиться, наверное, что? Не будем же просто сидеть, правильно? Костра никакого сегодня я не желаю. 18 ночью плюса. Есть горелка. Кушать, приготовить можно что-то и там. Так, что-то там накидал. Вот. Не знаю, там Женек приедет, там. Вот, вечерком посидим, покушаем. А сейчас пока так. Вот. Я даже палатку, ребят, не брал сегодня, чтобы, если захочу спать, вот у меня лодка, ширина позволяет, я ложусь туда и там спокойно в спальнике 2-3 часа кимарю. Ну, вот этот как раз момент, когда ночное затишье, там, допустим, с 12 до 2, там, до 3, вот этот перекур, можно как раз немножко, во-первых, выпрямиться, разложиться, там, не то что поспать, а просто полежать. Целый день сидишь тоже, ну, устаешь. И утряночку уже, зоречку отбить. То бишь нам нужна вечерняя зорька и утренняя зорька, как ее называют, правильно, зорька? Зорька-борька. Ух, не знаю, ребят, что будет, как по клеву, вообще непонятно. Что кто ловит, кто что не ловит, не знаю. Вода очень сильно упала. Сейчас получается на точке минус метр. Соответственно, как бы такое себе. Ну, короче, поглядим. Ладно. Что, замешаемся, наверное. Прикормочка новая, ребята, от Миненко. После Астрахани очень много прикормки осталось. Ну, это не только осталось, заказывали. Новая сыпушка мне пришла. Замешаюсь, пускай прикормочка набухает. А я потом уже снастями займусь. Огонь? Огонь, погнали. Так. Подсачник.
Так. Чем сегодня будем угощаться? Пшено, ребята, стабильно. Вот у меня новиночка, ребята, от Миненко. Прикормочка. Вот такие пачки. 800 грамм. Так, это у нас лещ, кукурузка, универсалочка, лещ, универсалочка, лещ. Ну и вот литрушечка такая, ребята, это меласка, экстракт кукурузный. Кукурузная, в общем. Чего бы нет, да? Поехали. Шайбочку туда. Пшено, ребят, я просто использую как базу. Для того, чтобы меньше уходило заводской. Вот и все. Банка кукурузы. Прям вместе с водой. Туда ее. Пачушку леща бахнем. Ох, запах классный. Универсалочки туда. И, наверное, еще леща. Пачечку скинем. Вот так вот. Это надо корм. Две пачки. Там Женька, может, не будет что. Женек, я знаю, кашу делает. Полотенышко обязательно. Старый Лариса Юрьевна выделяет. Ну и меласки. Многие пишут тоже, надо ее с водой размешивать. Ребят, в эту прикормку у меня то, что пшено, она очень много воды впитывает. И, соответственно, бывает, что вода даже и не нужна. Соответственно, вот так вот. А потом уже буду смотреть, надо добавлять, не надо. Поехали.
Ну вот и Женек прет. Этот мотор, ребята, я узнаю за 1000 верст. У нас на деревне такой, только один такой звук. У Женька пятерка Ямаха, четырехтактник. Флагман 320 ДК вроде у него. Хороший комплект получился, но он уже хочет продавать его. Тоже хочет переходить что-нибудь такое на корпус. 3 или 4 сезона у него. Вот. Хорошо ходит, в принципе, 25-26 свои он идет. Поверьте, он сейчас вот это 20 километров, он просто, не знаю, стакан бензина, наверное, съел. Очень экономичный. Жилете, молодец, красавчик. Женек! 1000 лет ты уже не видел, соскучился тоже. Пообщаться хоть с местными. С местными нашими мужичками. Быстро, быстро. Я еще даже не закинулся, он пришел. 320 ДК, у него там такой тазик, ребята, сзади. Прикольный. Женек, паркуйся! Или ты на дальний кордон погнал? Вообще не слышно, как работает мотор. Вообще. Так, братцы, ну что, все готово? Женек приехал, вот сейчас с краю будут стоять. Там, кстати, тоже полка интересная. Когда я за кидушками рыбачил, вот там частенько вот на той лещ попадался. Кстати, трофеи там в этом году брали с Юрьевной на 2 килограмма. Так. Заканчиваем. Заканчиваем. Туда к воде не стал. Блин, там вообще не втыкается. Камень вообще сплошной. Тут как-то хоть какая-то кочка воткнулся в нее вроде. Так, в общем, чтобы не извинять. А так, когда поклевка. Видите, малейшее шевеление слышно. Ну все, связал поводки. Отклипсовался. Короче, полка здесь, я ее знаю, вот она здесь. Сразу же. Вода тем более упала. Ну, я, в общем, дошел до песка, ребята, и только передние камни первые вот пошли. Я, короче, клипсанулся там. Не знаю почему, но захотелось так сегодня. По монтажу патерностер, поводки. Это у меня флюрокарбон 18. Крючок Овнер 8 номер. Плюс-минус вот они у меня 8-7 ходовые. Так. Вот маркером, ребята, кто-то спрашивал, как ищешь бровку. Вот, ребята, грузило булава называется, или маркерное грузило. Смотрите, какое оно у меня уже пожамканное, отбитое. Покупал когда-то 3 штуки, его до сих пор живет у меня. Сотка. Кстати, по нему можно еще и глубину определить, плюс-минус. Сотка, секунда, метр, плюс-минус считаешь. 1, 2, 3, опа, 3 метра примерно. Так что вот таким грузилом, ребят, маркируюсь. Ищу бровочки. Видите, она как у меня сточилась уже. Охренеть. Я сейчас сам только заметил. Кормушки у меня пули. Я ими торговал, и как бы и все на них и стою. 110-е, 120-е, вон 80-ка, 60-ка. Что нравится, что снизу, видите, открытая у нас, и можно кормить кукурузой. Кукуруза вылетает через сетку. Женек, кстати, стоит на других, он на зубчатых стоит, каких-то вот наподобие вот таких стоит, закормочная стать. Вот, я стартовый закорм не делал, видите, без дна, чтобы закормиться сразу. Вот, Женек стоит что-то наподобие такой. Так, ладно, все отлично, поводочки я связал. Опа. Так, здесь у меня сантиметров 80, наверное, поводок. Монтаж патерностер. Это самый дешевый, самый нищий монтаж, но эффективный, ребят. Большая петля, ставлю в вертфлюк застежкой. Также можно сразу же менять кормушки, отцепляя
И отвод, то бишь петля в петлю, ставлю поводок. Вот. Я другие не делаю, хотя умею. Вот у меня и есть и фидергам, кстати, есть. Ну, что-то как-то так, все по-деревенски, по-простому. Как будто бы мне нравится. Быстро ночью сменить поводок. Ничего не надо отвязывать, резать. Вот видите, затянул все. Вот, то бишь, вот монтаж. Поводок сделал метр. Не знаю, посмотрим. Может, буду и укорачиваться. Прикормочка набухла. Вкуснятина. Ага. Женек песни поет. Настроение огонь. Когда приезжаешь на рыбалку, ребят, сами знаете, да? Вот. С холодильника достал банку опарышей. Они у меня все скуклились. Но я купил. У меня в сумке там есть. В сумке у меня есть. Это в прикормку пойдет. Кстати, смотрел когда-то давно Фадеева. И он карася именно начал ловить на вот эту, на эти куклы. Они как пенопласт плавают. В общем, он нашел разгадку и добавлял вот именно закукленного опарыша. И у него получалось. Так что не стал я выбрасывать. Сейчас я просто тут достану, что у меня есть. Вот. Больше ничего у меня нету. Ни червей, ничего. Чисто на опарыше. Ну и кукуруза, понятное дело. Ну, Женек как поет, хорошо. Вдвоем-то повеселее будет. Так. И так. Отлично. Это все в прикормку. Потом добавлю свеженьких. Так, ну что. Правый у меня сотка. А левый 90. Вроде как стоит. Поехали. Раз. Опа. Хорошо. По фидерам, ребята. Кайда 360 катушки Наутилус. Аргент фидер 6000. Все. Вот Женек уже, ну, смотрите, он уже готов. Я тут пока потихоньку, помаленьку. Отлично. Так, что, погнали 90. Первый, кстати, уже долбит, ребятки. Мелочушка какая-то. Стоит уже на точке. Раз. Отлично. Вот так вот клево, говорит, вот так нормально. А здесь у нас какая-то сорожка, что ли. Опа. Живец нужен, кстати. Ну, какая сорога, Женек, стоит. Вкусная. Даже кормушка еще не вымылась. Хорошая сорожка. Заберем. Заберем, ребят, на вилочку. Садочек. Погнали. Садок не стоял. Специально. Будем ждать. По традиции рыбку хорошую.
Сорога. Хорошая. Нормальная такая. Пойдет. На вялочку самое то. Заглотила, правда, зараза. Сорога стоит на дальней бровочке. Такая котлетная. Не мелкая. Но на живца, ребят, я не буду ее ставить, потому что нужна густерка. У густерки хороший плавник сверху. Туда тройник, и она держится классно. А спать как хреново, блядь. Да, Женек. Я вчера, блядь, умирал. Так хреново было. В Астрахани были ночью 29. Вот это жопа. Такого нам не надо. Да. Это вообще, вот это жестоко. Кондиционеры, конечно, выручают. Да у них там да, везде кондиционеры только. Без них там просто умрешь. Так, ребят, ну что, сделаю эти на щуку. Ну это закидушки вот эти, Наутилус, Батл Авди. Это у меня на всю рыбалку. И на донки, и так, и так. Снизу сейчас грузик повесим. Соточку. Вот. А сверху поводочек с тройничком. Бывает, вручают. Щуку ловим. Повыше, ребят, петельку сейчас сделаю. Двойную. Раз. Два. Все, петелька готова. И тут, ребятки, у меня я сделал дома. Что получается? Простой поводок. Дешманский. И леска, ребят. Вот такой отвод делаю. И все. И цепляем сюда. Петля в петлю. Заводим и готово.
тишина пока, ребят. Тут обрывчики, хочу минок попробовать копнуть. Тема будет нормальная. Хотя бы штук пяток найти и пойдет. Обрыв такой. И вот в таких кочках надо смотреть. Сейчас будем раздеваться и будем копать. Тут постоянно мы копали. Когда здесь рыбачили, да вот видно даже, вот видите, остатки. Тоже кто-то добывал миногу. Такие дела. Опа. Иш. О, на севере-то вода, ребят, холодненькая. Не как в Астрахани. Вот самое то, вода упала. Сейчас хорошо искать. Вот такая кочка, синяя глина. Вот они ее любят. Сейчас посмотрим. Поставить до живца и трава не расти. Вот они, ребята. Есть маленькая. Видите, но это маленькая. Маленькую не отпустим. Если есть маленькая, значит есть и большая. Сейчас будем копать. Сейчас, ребят, вот она. Есть контакт. Вот, видали? Это охренительная насадка, конечно. На всего хищника у нас на севере. Очень обожает стерлядь ее. Летом, да, кайф, можно раздеться спокойно. А вот еще маленькая, видите, очень маленькая. Такую отпустим. На окуня, кстати, тоже классно, на удочку можно ставить. Летом, да, раздеваешься и купаешься, работаешь. Помню, раньше в детстве батя с дядькой: так, Андрюха, задание маленькое. 30 штук на вечернюю рыбалку. Чтобы было. Я понял. С пацанами накопаем. Я в банку их, в бречку. Иначе так не сохранить. Тоже маленькая вон. Потомство маленьких. И все. Вечером идем. И на донке рыбачим. Щука, окунь, ясь. Все. Налим, стерлядь, все попадается. На эту наживку. У нас вот такая что-то одна более-менее попалась, остальные маленькие. Желательно идти вверх по течению, потому что, видите, муть потом идет. И не видно кочек. Вдвоем тоже с напарником хорошо. Один достает, другой лопатит. Другой лопатит. По холодной воде миножником достаем. Вилы изогнутые. Тяжело, конечно, но можно. Ух, есть. Пойдет. 2. 3. 3 штучки. Грязная работа. Кочки вонючие еще. Кстати, глина полезная. Ну, вот такой макар, ребята. Опа, хорошая. Смотрите какая. А вон еще какая. Ух. 2 отличные. Все, я себе нашел. Но запасом в садок можно кинуть. Садок у меня вот еще одна. Смотрите. Вот это хорошая кочка попалась.
В садок кинул. У меня садок, сетка мелкая, не должны проползти. Вот мелкая. Где она? Вот она. Мелкая. Таких отпускаем. Нормально, ребят, немножко есть. Можно заниматься, кстати, продольником. Напарника нету только. А так, рыбку можно было потаскать. Раньше мы, как занимались. Так, ну что, штук 15 есть, ребят. Ведерко маленькая, вода греется, надо сразу ехать. Потому что она очень нежная. Сейчас сразу поставлю и в садок, в речку. Надеюсь, не проползут. Женек тоже поехал копать. Я говорю, давай, что? Место там интересное, ребята. Там и судачок тусуется. Щука крупная. Стерлядь. Нехрен делать, на миногу бахнет. Но это не минога, это личинка, ребята. Ребят, что, я на базе? Да вон обрывы здесь. Мы обычно на них всегда копали. Так, у меня тройники, конечно, это неправильно. Нужны одинарники. Но я уже не буду менять. Вот. Так, ребят, показываю. Как надо насаживать. Надо крупную какую-нибудь поймать. Мелкая. Я там поймал хорошие. Прям крупная-крупная. О, нормальная такая была. Ё-моё. Пойдет. Так. Немножко песка, чтобы удержать ее. Обязательно, ребята, надо надорвать губу вот эту. Раз. Потому что зарывается в песок. Ну и под шкурку, как живца, на прокол. Раз. Главное, чтобы кровь не пошла. Видите, все идеально. Насадил. И вот так она в воде работает. Четко. Кидать ее можно хорошо. Она держится на крючке. Поехали. Наутилусы, бомбилусы. Все, дома. Пускай работают. Я сижу, думаю, что-то хрень какая-то. Давайте что-нибудь придумаем. Это крупная была. Вот хорошая. Вот это хорошая, ребята. Такая желтая аж прям. Так, губу. Опа. Тоже не сильно, аккуратненько. Не надо прям крючок туда впасть сувать. И под спиночку. Вот сюда. Раз. Опа. Кровь нету. Опыт не пропьешь. Все детство занимался. Так, эту подальше кинул, эту поближе. Эту мы поближе, ребята, кинем. Вот сюда куда-нибудь. Вот так вот. Недалеко. И посмотрим. А вдруг какой-нибудь щупак. Ну, тройники, конечно. Ну ладно, что. Вот так, говорит, клево, вот так нормально. И скупнулся заодно. Хотел тоже покупаться. Тучки что-то, я не знаю, что-то ходит, гремит. Но, скорее всего, дождя не будет. Вроде не обещалось. Время у нас. Времечко уже. Сколько у нас времечко? — 16:48. Ну, скоро, ребят, рыбалка. Ух. Ох ты, укусил как, а.
Змей, блин, а. Как укусил-то в ногу, блин. А, вену, походу, попал, блин. Падал опять такой редиска. Ух. Мимо. А не ногу. Поспешил, походу. Да, хорошо ударил. Поспешил, ребята. Так, братцы, распаковочка. Погнали. Морсик домашний. Обязательно. Так. Суп у нас борщ. Кто там? Вот только что-то начинаешь делать, и начинает клювать на миногу, на фидер. Сейчас мы покушаем, и потом начнем. Пока тормози. Пока тормози. Коней, лошадей.
Смотри, что делает, а. Ладно. Так, ребят, что у нас тут есть? Картошечка своя, домашняя. С котлетки. Котлетки. Хлебушек приветствуется. Огурчик, помидорчик. Приветствуется. Огурчики свои. Супчик. Нормалек. Ну и супец. Мазик есть. Такое дело. Ну, я что думаю, полянка огонь. Вообще огонь. Полос 4505. Ну это да, все равно выгоднее. Давай. Это этого года, да? Да, да, конечно. Вкусно. Ты даже знаешь, как малосолку делаешь. Знаешь? Мгм. Мне еще, знаешь, как говорится, битый огурец. Его, короче, так долбишь, он как трескается. Соль, не соль. О, О, бля. окунь. Окунь, да. Окунь долбит. Кстати, на миножку, может, и он щелкал. Я дал поймал. Сольется. О, рыбка плещется. Начинает выходить. Сейчас, я думаю, все равно выходим. Опа. Башка вылезла еще, блин, зараза. Опа. Опа. Сорога. А сидели, кушали, клювала, я слышал. Пока сорога на точке. Что такая пойдет? Приятная. Садок, правда, далеко. Ну ничего. Что-то я убрал, чтобы здесь не мешал. Сходу прям кто-то там бьет. Полетели.
Так, друзья, ну что, время 8:30. Поклевок пока нету. Мошки зато вылезла вообще жуть. Лепит, прям лепит. Штаны лень одевать. Да, я думаю, сейчас она уйдет. Потемнеет немножко. И должна уйти мошкара. Но зато должен комар вылезти. Это всегда так. Днем вода, слепни. К вечеру мошка. Ночью комар. Пока ни хрена. От слова совсем. Даже густерка, ребят, не попадается. Вот, не знаю, в садке уже штук 7-8 на носорожек. Таких средненьких. Ну и все. Что-то по поводу леща еще пока непонятно, ребят. Ждем разведчика. Должен. Не знаю, зацепил почти второй фидер или что. Ага, и подлещик. Да, зацепил второй и подлещик. Я говорю, два что-то трясутся, не могу понять. А, сейчас уйдешь. О, какой дурачок. Попался. Собрал два. Вот и первенький. Вот и первенький у нас разведчик. Слизнявый, вода теплая. Такой стандарт у нас. Стандарт. Первый, ребят, дождались. Уже тут потемнело, уже Женьком тут фонари поврубали. Внутри и то что-то дергается, то дергается. Перехлестнулись. Такой пойдет. Блин. Садок, конечно, я как-то стрёмно повесил. Так, ну что, первый. Сколько времени-то у нас? Будем думать, что разведчик. Лампу повесил. Женек тоже лампу повесил. У меня еще там лампа есть. Еще сейчас лампу сюда поставлю, потемнеет. Нормально.
Тихо, ребятки, тихо. Паденка, кстати, начал плыть. Полный шнур паденки. Но здесь ее нету на пляжах, походу. Может, из-за этого. Время 22:06. Ну, вот этот в 9 часов. Начало 10-го клюнул. Все перемотал тут, блин. Я полчаса еще сидел, тут все перевязывал, блин. И все. Как отрезал. Женек бросает. У нас там еще снизу гости приехали на машине. Тоже сели ниже. Так, странно, ребятки, странно. Я думал, ну все, первый вышел стандартно в 9 часов, там начало 10-го. В такую жару в это время примерно вот так он и выходит. И тут все. Штучно, короче, походу придется. Трудовая рыбалочка получится. Ну ладно. Пяток хвостов выдернуть было бы неплохо. Немного молчит. Поклевки 2 было у меня и у Жени. Мошка ушла, комар. И душно. Душно ночью, ребята, тоже. 18 сегодня ночью. Душно. Скорее всего, дождь будет. Такие дела. Ничего не поделать. Ладно, что. Потихоньку кидаем. Я не знаю, каждый там 10-15 минут перезаброс делаю. Подкидываю прикормочком. Руки, ребят. Аж самому охота поесть. Ну, образом. Очень вкусно пахнет. Хорошая прикормочка. Такая, для такой воды теплая, самое то. Женя, кстати, червя еще ставит. Ну, пескари. Ерши, пескари. Бесполезняк. А парыш пока вот так. Ну вот получается. Пока ничего не получается. Ладно, ждем поклевку. Она обязательно будет. Ночью, утром должен. На прикормку должен подойти. Если будем бомбить в таком же режиме, то он должен подойти. Или его нету уже, что ли. Выбито здесь все. Хрен знает. Просто сегодня даже вот эти мелкие подлещики, вот эти густерки не было. Странно. Ладно, ждем. Не знаю, ребята, если вы видите. Вон, смотрите, сколько подъемки плывет. Охренеть. Все просто усеяно. Где-то на пляжах летуют. Вот она. Видите? Здесь ее нету, а на пляжах походу. Вон она, сколько ее, ё-моё. Ну, говорят, что когда подъемка идет, рыба не клюет. Может, из-за этого. Жесть. Ну, кто не знает, ребята, такие бабочки. Вот они. Массово вылетают, падают и умирают. И все усеяно здесь. Вот она, ребята. Вон она, видите? Жесть просто. Я как-то попадал в такое время на пляжу. Просто они на фонарь так забиваются и падают. В фонарь ударяются и падают. Сейчас бы, если на песках сидели, просто бы они нас залепили бы здесь. Наверное, из-за подъемки, скорее всего. Просто вся река усеяна. А здесь нету ее. Они на пляжах, да, в основном. Есть. Небольшой.
Братан такой же. Брат-близнец. Братишка-близнец. Ну, что-то так. Слабенько, конечно. Небольшая ляпочка, ну, возьмем, что. Подъемки, ребята, ужас просто. Вон течение бьет. А, вон она вся сидит здесь. Видите, бабочки на садке, ребят. Вот она вся. И вот она падает потом в воду. Вон сколько ее. Немерено просто. Минога, Женек. Подсачник возьму. Ну давай. Да? Где он у тебя? Минога, ребят, сработала. Вот это да. Вот это классно. Кто там? О, ясь. Ясь. Голавль здоровый. Хрена себе. Класс. Смотри, какой хороший. Вообще огонь. Килограмм, наверное. На миногу 100%. Да. Ой, красавец. Вообще хороший. Огонь. Четко, четко, Женек. Ты по головлям сегодня работаешь? Да, второй. Второй у тебя. Ну, этот красавец, блин. Да. Слушай, не ловил таких. Крупный. Что они тут делают? Хрен знает. Дрыщевые точки, да? Да-да-да, слушай. Вообще нету, где не было. Уж такого килограммчик где-то, да. Блин, красавчик. Четко. Вот миножка сработала. Не зря, как говорится. Блин, 2 головля уже. Я думал, ясь, это голавль, блин. Фух. Красавчик, Женек. Поздравляю. Отлично. Миножка сработала. Вот дела. Вот много, ребят, работает. Она всю рыбу ловит. Своих надо протащить тоже чуть. Чтобы зашевелились там. Ночью, главное, голавль, блин, охренеть. Охренеть. Что он тут делает реально? Здесь вообще никогда головля не было. Съездим на лещевой точке. Пойдет. Кормим, кормим, кормим. Опа. Так, ребят, ну что, 12 часов, первый час. Не клевало и совсем перестало. Странно. Попался голавль. Ну, по идее, ночью такой не ночной хищник, по идее. Ну, немножко животворящая соблазнила. И вот у меня 2 подлещика, в принципе, и все. Ну, не считая вот эту там сорожку вот эту. И все. Тишина, ребят. От слова совсем. Так перезабросы делаем. Ну, походу, ночью отбой. Остается только утро. Поваляться, что ли, не знаю.
охота развалиться немножко, полежать. В принципе, можно на кресле. Кресло, спинка регулируется, можно ее наклонить и немножко так подремать, так скажем. Рассветает где-то в 2-3, так что пару часиков у нас есть на небольшой отдых. Но уже будет видно. Это место, кстати, очень часто дают утром. Так что надежда есть, ребята. Надежда есть. Ну, что поделать, ничего не поделаешь. Ни вечером, ни ночью. Два каких-то таких залетных. И все. Доброе утро. 3 утра. 3:10. В 3 утра проснулся. Ну, короче, 1,5 часика повалялся, ребята. Так, не поспать и не поспать. Комар жужжит, не дает. Ну и, в общем-то, ничего не потерял. Женек говорит, ни хрена. Тишина пока. Мелочежка какая-то дергает. Журавли, ребята, на поле. Они как раз где-то тут живут. Раскудахтались. Да, с утра здесь они частенько. Ладно, что. Будем встречать восход солнца. Посмотрим, может, что изменится. Ну, пока, короче, полная хрень. Щука, Женек, блин. Мелочь, походу, хапнула. Дергала. Срез. Е-мое. Много стоит, ни хрена. Живца надо, блин. Поменять, что ли? Живца поймать, да насадить. Живца. Много молчит, ребята. Но щука стоит. Походу мелко. Но миногу реагирует. Слово совсем. У меня здесь есть сорожка. Может поставить. Какая-то живая там есть. Какие-то живые там есть. Пускай нахрен. Сорога будет.
что, ребята. Крупновато, конечно, но ладно. О, Женек, смотри, живее всех живых, блин. А нифига. Щуки как минимум не нравятся. Ну, голавль хоть попался. И то радует. Давай, мать. Заживет у тебя все. Блин, хреново, конечно. Сорожка. Ну, что потом понимать. Слететь может. Густера не клюет раз. Как-нибудь аккуратно попробую. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Поклевочка, ребята, у Женька. Что, сакануть, Женек? Подлещик надо. Ну, слушай, что-то бодает там у него. Что там, Женек, рыба? Наконец-то, блин. На рыбу хоть посмотрим. Я говорю, здесь это место интересное же. Она может утром. Ну слушай, это уже такой приятный. Более-менее, да. Таких парочку. Еще.
Ну, видишь. А ты чуть домой не поехал. Ну, нормально, пойдет. Хорошенький. Как раз головлю в гости. Посадил еще, говорил. Иди кофе пей, кипяток есть. Я напился, слушай, ты пока спал. Там горячая кружка есть. Завари, иди. Ну вот, видишь, может и расклюется. Женек уже чуть домой не поехал. Я говорю, сиди. Давай. Живца, 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 живца. Зараза, блин. Эх, хорошо подрала. Мелкая. Живец крупный. Пускайте меня домой. Держала, держала. Надо было еще, ребят, чуть подождать. Хорошо покоцала. Рано, походу. Ну, качала, блин, нормально. Так, у меня еще есть крупный. Крупный где-то у меня здесь еще есть. Опа. Кто ты, Вася? Подсел, что ли, уже, наверное, скорее всего. Густерка. Густерочка. Так, ребят, ну что, Женек домой погнал. Все-таки он маялся. Хотел в 3 уже поехать. Я проснулся. Он говорит, ни хрена. Я говорю, давай кофе попьем, нормально все будет. Часик посижу и домой. Потом что-то собираться, у него подлещик хороший попался. Ну еще, говорит, посижу. Короче, психанул. У меня сейчас на живца поклевка. И мелочь попадается на фидер. Плотва, густерка. Елет сейчас попался, я его сейчас на закидушку закинул. И все, Женек полетел домой. Ну а мы посидим еще, ребят. Добьем уже, так скажем. Не знаю. Ну, конечно, скорее всего, ничего ожидать интересного не придется. Ну, посидим. Солнышко скоро будет выходить. Тут все равно роса, не роса. Вещи немножко подсохнут. И уже будем тогда собираться и мы. Ну а пока посидим. Кто это вот хулиганит, ребята? Непонятно. Хулиганы какие-то. Хулиганы, сорога, что ли? А, это вообще окунь, ребят. Хороший, причем окунь. Я думаю, что за поклевка такая? И до этого какая-то поклевка дурная была. Я говорю, клюет все. Кроме
леща. Уже почти выплюнул. На опарыша хватает. Окушки. Блин, так соскучился по окуням, кстати, давно не ловил. Надо бы с маленькой вертушкой побегать. Возьмем в довесок на жарево. А тут что у нас такое? Непонятно. Густера. Мелочушка. Короче, солнышко встает, мелочушка проснулась. Так, отлично. Начала поклевывать. Разная рыба, конечно. Вот, бедолага. На живца, в принципе, его возьму. Мало ли, щучка клюнет. У меня здесь есть, конечно. Вот так вот. Ну что, ребятки, все, я уже собрался. Повалялся, короче, позавтракал, немножко даже позагорал, покупался, смыл вот этот весь антикомарин, ребятка. Ну, лето это, конечно, красота. На реке можно мыть посуду, купаться, в общем. Это, ну, не осень, не весна, как говорится. Так, немножко прибрался, мусор свой жег, мешок вот этот не повезу, так как пускай доделаю до конца. Надоело уже за всеми убираться. Постоянно сосуды вывожу. И уже вот на то пошло, что ну вроде как будто руки дошли, но собрать в мешок и не увезти. Надеюсь, что заберут свое барахло, свои бутылки. По рыбалке, ребят, скучно. На жареху поймал, вопросов нету. Штук 5 подлещиков там небольших. Штук десяток сорожен. Окушок, там пару густерок. В общем, хорошая жареха. Я люблю вот такую мелкую рыбу, ребят, иногда покушать. Именно пожарить ее, знаете, вот в сухаре. Зимой, когда ловишь в сорогу, вот частенько мы ее жарим. И
почему бы нет. Именно вот эту свежую рыбу сегодня мы пожарим. Сегодня у нас как раз воскресенье, винно-банный день. Перед банькой можно будет сделать. Ничего такого особого. Голавль ночью уженька, хороший подлещик утром, и все в целом. Ребята стояли чуть ниже, Женек, я, в общем. Понимание есть, что просто рыба не клюет или ее нету. Скорее всего не клюет, жарко, вода сильно упала. Может что-то как-то, не знаю, в общем. Как-то такое, ребят. Сегодня фидер так. После Астрахани первая рыбалка, и так кайфанул, побалдел, да, на природе. Ну, что-то такое, знаете, не вдохновился как-то вот. Что-то охота какое-то интересное, не знаю. Копал миногу, ребят, возможно, сделаю рыбалки по миноге. Накопаем миногу, поставим продольник, донки. Посидим, просто пождем какого-нибудь хищника-злодея, допустим, как голавль. Или, не знаю, спиннингом куда-нибудь сгоняем. Ну, что-то такое. Жарко, конечно, пока. Ну, что-то такое охота, ребят. Что-то, не знаю. Фидер что-то пока его не тянет. А так все. Баркас загружен, ребят. В путь-дорогу. Погнали. Всем желаю удачи. Выезжайте на природу почаще. Ловите рыбу, ребят. Наслаждайтесь летом. А на севере лето очень как короткое. А дальше Такие швартовые. Вот еще коврик не помыл водки. Ну ладно. Как-нибудь. Давай, бродяга. С первого раза, ребят, китайчик. Греть не надо. Тепло на улице. Ладно, спасибо, местечко и на этом. Давай не скучай. Погнали.